Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет», программа «Бызыма КМС. Наше право». Я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы с вами будем говорить о такой теме, как общественный контроль в сфере ЖКХ. У нас в гостях сегодня директор ОНО ЖКХ «Контроль» Республики Крым Анатолий Петров. Анатолий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, каковы же направления деятельности организации, которая по форме это ОНО, да, ЖКХ «Контроль» Республики Крым, чем вы занимаетесь и какие цели в первую очередь перед собой ставите? Создана на основании указа президента Российской Федерации Путина номер 600, создана для того, чтобы просветить граждан. Потому что общественный контроль, он предполагает прежде всего это массовость. И результат может получиться только тогда, когда все граждане будут знать, что такое жилищный кодекс, какие они имеют права, какие обязанности тоже. И когда вот граждане наши будут достаточно грамотные, тогда, наверное, многие проблемы уйдут. Они будут знать, что власть обязана им сделать в этой сфере, как должно выглядеть облики городов, как все должно работать коммунальное, жилищное хозяйство. И тогда у нас, наверное, наступит какой-то порядок более-менее. Угу. Зачастую в средствах массовой информации, в социальных сетях мы видим, что жители столицы Крыма, Симферополя, жалуются на невывоз или несвоевременный вывоз мусора на контейнерных площадках. Да, вот, как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему с вывозом мусора? И есть ли на сегодня взаимодействие между общественностью и администрацией города Симферополя в этом вопросе? Как реагируют граждане, опять же, пытаются как-то помочь? Это проблема всей страны. Мы знаем, что лично президент уже на это обратил внимание, он лично занимается. Там под Подмосковьем мы слышим, такие громкие есть дела, да, со свалками, то есть эти все нелегальные свалки. Ведь, по сути дела, если вот взять Крыму, у нас все свалки нелегальные. У нас нет ни одной на сегодня нормальной, нормативной, такой, как должно быть. Но это не свалка, это уже будет полигон. Это такое предприятие со всеми технологиями современными, которые не будут выделять вредные никакие вещества в атмосферу, это будет экология защищена Крыма, и тогда у нас, наверное, наступит какой-то порядок, когда эти нормы вступят в действие. Есть закон об отходах, есть много нормативных актов, которые должны уже с 1 января 2019 года вступить в действие. До сих пор у нас местные советы отвечали, муниципалитеты, Министерство ЖКХ, но сейчас у нас в Крыму в соответствии с законодательством избран региональный оператор. Региональный оператор, у нас их два появилось в Крыму, заключен с ними договор, и все функции, полностью все технологии от начала, от появления мусора, от граждан, от организаций, от всех, этот мусор должен пройти четкий путь, четко отслеживаемый властью. И этот путь должен проследить вот этот самый региональный оператор. Он должен организовать все процессы. Начало сбор и вывоз, потом сортировка обязательная и попадание уже тех хвостов, остатков, которые остаются, уже не должны попадать на полигон. Вот нужно сказать, последние данные, я сегодня вот сверился, то, что по Российской Федерации у нас только 2% сжигается и только 4% у нас сортируется, утилизируется. То есть мы понимаем, насколько плохо. Это, можно сказать, ничего, арифметическая какая-то погрешность. Взял и посмотрел по Японии, там отличный такой результат, я могу сказать, что у них происходит сортировка 80%, и сортируются они по 34 компонентам. То есть на 34 компонента бумага отдельно, пластмасса отдельно. Вот мы можем назвать, вот вы, наверное, можете сколько, ну, 3, 4, 5 там назвать компонента, да, а у них 34 получается. То есть все сортируется и все возвращается обратно, вторично идет использование каждого материала. Ну, как еще в советские времена была практика, да, когда сдавали стеклотару, бутылки, ну, да, после использования. То, что у нас было хорошая наработана, надо было идти, конечно, вперед, но у нас все это дело уничтожилось, появились. Вот частный сектор, к примеру, раньше, наверное, все помнят, были такие машинки, они по квартирам ездили, собирали мусор, и порядок был более-менее. Но когда в 93-94 год засушливые были, и тогда вот эта холера появилась в Крыму, и тогда кто-то придумал создать в частном секторе контейнерные площадки. Ну, контейнерные площадки у нас превратились в такую организованную огромные свалки. От каждой контейнера вот эта вот площадочка. Туда тащат ветки, телевизоры, диваны, и мы видим вот это огромное. И, вот наша власть мужественно каждый день борется, ругается на таких нехороших горожан, которые почему-то слишком много мусора производят, которые они, к сожалению, не успевают вывозить.
точнее, не могут просто организовать этот процесс. Процесс. А как должно быть тогда, вот на ваш взгляд? Куда людям девать вот такой мусор, который есть, да, вот старый? Ну, задача власти не вывозить мусор. Вот у нас меня всегда удивляет, когда что-то власть говорит, мы вывезли. Вы не должны вывозить, товарищи, вы должны организовать этот процесс. И какая форма собственности у организации, которая, всегда у нас МУП, пусть МУП вывозит, МУП Экоград. Вот мне, жителю Симферополя, все равно, какая организация качественно и хорошо вывезет. Это должна быть спецтехника. У этой спецтехники есть система ГЛОНАСС, которая отслеживает, чтобы никто не говорил, куда она увезло. Увезли этот крупногабарит или другой мусор. Вот вы задали вопрос, как с общественностью. Вот то, что мы с вами сейчас говорим, это все мы обсуждаем с главой города Симферополя, с замами его, с департаментом. И проходит это у нас еще, кроме того, на рабочей группе при главе республики. Там мы почти еженедельно собираемся при нем, приходят городские, и там вопросы эти мы пытаемся как-то там дать свои какие-то рекомендации, в том числе по организации сбора и вывоза. Что касается вот горячей линии «Чистый город», как она работает на сегодня, расскажите. Ну, мы когда создавали нашу горячую линию, это было 8 мая, увидели, что вот месяц идет и никак она не рассасывается, эта проблема никак не решается. Звонят люди, жалуются, что там неделями лежит мусор. Хотя мы там сообщаем город сообщает, что они вывозили, мы просим их проверить, потому что людям мы все-таки верим, когда они говорят, мы каждый день вывозим, что-то не совпадает. Поэтому попросили граждан, чтобы они ежедневно фотографировали, присылали нам эти данные. Сказать, что мы собрались навести порядок, мы не подменяем функции городской власти. Это они должны следить. Мы хотели проанализировать, промониторить ситуацию и понять, в чем проблема, где что-то не срабатывает, что происходит. На основании этой всей работы совместно с городской властью мы знаем, что потом появилась у них вот эта горячая система. Горячая линия «Чистый город», да? Чистая столица. Чистый Симферополь. Назвали чистая столица в городе, назвали эту горячую линию, она появилась в соцсетях. Я так отслеживаю по Фейсбуку, смотрю, да, действительно, люди сообщают, скидывают фотографии, где что происходит, и там видно кто-то из работников Экограда, они тут же оперативно стараются реагировать и сообщают, по крайней мере, вот буквально завтра там это будет вывезено. Что-то заработало, стала какая-то оперативность. Коммуникация появилась дополнительно, чтобы жители смогли достучаться до власти и сообщить, где что происходит. Хотя я понимаю, что сами власти тоже прекрасно понимают. И проблема в том, что не хватает транспорта, не хватает прочих... Зачастую ломается этот транспорт, да? Вот как раз-таки из вот этого мусора, о котором вы говорили ранее, то, что какой-то крупногабаритный мусор, он наверняка тоже его и закладывает в машину, ломается эта техника. С Сергеем Валерьевичем, когда приходили городские, это было уже месяц назад, то есть анализировали, и они потом еще раз приходили, и мы говорили, давайте проследим вместе вот этот простой путь мусора. Идет человек, он что? Вопрос частному сектору, знаем, в основном это самый горячий. Житель частного сектора, частного дома, он знает путь от своего дома до контейнерной. И вот это он берет там раз в день, раз в 2 дня, когда у него накапливается этот кулек мусора, он выносит его на контейнерную площадку. Что вот я бы как житель хотел бы обязательно? Приходя на контейнерную площадку, мне надо, чтобы стоял контейнер для бытовых таких вот каких-то там, грубо говоря, отбросов, и для бумаги, для пластмассы и всего прочего. Мы понимаем, что это вторичное сырье, оно стоит денег. Если я буду отделять какие-то вот такие полезные фракции, то у меня в кульке, который я буду бросать уже с такими самыми нехорошими вещами, кулек с отбросами, грубо говоря, тогда я не буду, у меня уменьшится резко объем. И на вывозку мусора мы понимаем, да, а если вот по морфологии мы понимаем, что в кульке где-то больше половины это что? Это бутылки, бумага, упаковки какие-то, да, коробки. Это больше половины. Каш, может быть, если вот этой полезной части можно было бы загрузить в те контейнеры, которые для этого предназначены, и организация какая-либо смогла бы это дело вывозить и куда-то там использовать, у нас бы резко уменьшилось, это в 2 раза уменьшилось бы количество. Я думаю, даже в городе сразу стало бы достаточно машин, чтобы вывозить то количество мусора, которое есть. То, что касается крупногабарита, опять же, люди не знают, куда выбросить, тот пресловутый диван, да, действительно, да. разбитый Может быть, унитаз, человек бы позвонил и оплатил даже этот прочие вещи, такие вот там какие-то отходы, там строительные, окна, например, ремонты, меняют, окна, да, что-то меняют. В городе существует, в сентябре они приняли
тариф на вывоз вот этих вот крупных габаритов. И оценили 7 кубов. Ну, вот любому жителю, да, ну зачем вот мне, к примеру, эти 7 кубов? У меня нет 7 кубов. Ну, там расценка стоит на 7 кубов, там стоит там, 6 или 7 тысяч. У меня объем совсем другой. И это мы говорили и Лукашову, главе города, и Гуменюку, его заместителю по ЖКХ, и Сергей Валерьевич тоже, когда он слышал, он это поддержал. Приходя на контейнерную площадку, каждый человек должен увидеть не объявление о том, что материнский капитал, там, получить паспорт, поехать куда-то в Донецк или прочее, прочее. Этих объявлений там, конечно, не должно быть. Ну, они в основном у нас ограждены, многие площадки. Там должно быть только одно объявление. График вывоза, кто вывозит, чья площадка за ней следит, график вывоза и куда позвонить, если мне надо вывести вот такой вот диван. Очень просто, да, набираешь номер. Что предлагает нам на сегодня городская власть? Вы придите к нам на Карла Маркса, заключите с нами договор, На вывоз вот такого оплатите, мы вам привезем 7-кубовую емкость, вы в нее погрузите свой диван, и мы ее вывезете. Только ну, вот такой пока. Ну, согласитесь, абсурд. Зачем человеку это надо? Естественно, люди первое делают, что они берут этот диван и тащат на контейнерную площадку, и там бросают. Тащат ветки на контейнерную площадку, опять же, там все это остается. Ну, более продвинутые граждане знают, что такое интернет. Вот надо вывести. Ну, к примеру, зачем тащить диван, если кто-то приедет и заберет, да? Они заходят в интернет и видят массу объявлений. Какие-то, ну, то ли фирма это, то ли частный какой-то. Ну, разместили очень много объявлений. Он позвонил туда, приезжает «Газелька». Она, да, действительно, забирает этот диван. И куда она ее везет? Она ее везет на вот такую вот контейнерную площадку. На полигонную, на снайперов. И на прочие вот такие вот наши гигантские свалки. То есть они оплачивают этим людям, которые готовы вывезти? Ну, вывозить вообще мусор может только на сегодня, это только уже 2 года как лицензированная компания. Но кто из граждан наших симферопольцев будет проверять, есть ли лицензия у этих товарищей? Да? Потому что если есть лицензия, тогда у него там совсем другая система, он отвечает за то, что он делает, у него есть ГЛОНАССы, и путь его машин отслеживается. А путь машин на сегодня у нас только в Симферополе один. Это на полигон в село Тургенево Белогорского района. Туда приехать, они принимают груз только от лицензированных компаний. А вот такие вот частные предприниматели и прочие частные фирмы, которые, да, они приедут, у вас заберут, вы там после ремонта что-то осталось. Они закидают на «Газель» свою, привезут, на, как я уже говорил, на контейнерную, и все это сбрасывают. И наши городские власти с этим борются. Но если вы попробуете набрать вот то, что я сказал, и у нас есть лицензированных там, ну, несколько компаний, их там нет. Вы их там не найдете. Хотя должно быть в первую очередь, раз наш МУП «Экоград» там борется за то, чтобы они были основными генеральными такими подрядчиками по этим делам. Есть у нас там «Чистый город», еще несколько ряд организаций лицензированных, но их там, к сожалению, ну, я не увидел. Спасибо большое. Анатолий Иванович, я хочу напомнить, уважаемые телезрители, что мы сейчас говорим об общественном контроле в сфере ЖКХ, поэтому если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать свой вопрос. Это может касательно быть и вывоза мусора, и взаимодействия с управляющими компаниями, и какие-то вопросы, касающиеся потребления услуг ЖКХ. Поэтому мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. А мы идем дальше. Анатолий Иванович, а скажите, кстати, вот что касается сортировки мусора, да, об этом немного говорили, вот нет ли такой практики, и как вы думаете, если с точки зрения законодательства вот ввести такой момент, как за счет производителей, например, той или иной продукции, к примеру, там производитель тех же, например, ну, каких-то алкогольных, да, напитков или безалкогольных, да? То есть чтобы в стоимость, в стоимость продукта включалась стоимость на переработку. Таким путем не пошли, но законодательство четко прописано. Вся вот эта продукция, весь мусор, он должен быть утилизирован. Утилизирован это не просто... Кем утилизирован? Там же не прописано? Это будет совершаться вот теми фирмами, которые будут собирать на контейнер. Ну, первичная должна быть переработка. Вот не сортировочный завод. Сортировочный завод это уже вторичная. А первоначально должно сами люди сортировать. Если взять вот жителей многоквартирных домов наших, вот сегодня цена на мусор, там это стоит вопрос, чтобы поднять цену, то есть размер оплаты увеличится, квартплата, понимаем, да? Но если человек будет сортировать,
у него объем резко уменьшится. Если на сегодня там, считают там, от 2,5 до 3 кубов норму накопления у нас для каждого жителя Крыма, то это сразу же где-то раза в 2 уменьшится объем. А что для этого надо, вот, чтобы ввести вот эту сортировку? Это проблема в Есть чем? предложение вот на сегодня. Емкостях. Для этого только добрая Вместе. воля нашей власти. Власть, ее главная задача создать эту систему полностью. Есть обращения частных фирм, которые готовы за свой счет поставить вот этот контейнер. Они направляют письма в городскую администрацию. Мне эти письма вот приходят, тоже они отправляют туда. То есть они хотят ЖКХ-контроль перерабатывать стараются все нам дублировать. или использовать чтобы вот мы эту вторичную контролировали. продукцию, да? Хотят в своем Пластмасса, производстве, она скорее стоит всего. денег. Они ее уплотняют, потом она перерабатывается, дробятся, и из нее потом опять производят тоже, те же бутылки и все прочее. Бумага, это тоже тара, мы знаем, перерабатывается. Ткань, железо, все можно переработать. Ну, так это замечательно, действительно. В Тогда, России если даже бы- есть система переработки батареек. Конечно, их надо, правда, везти аж на Урал, потому что другого пока что города переработки батареи. Но я вот был в Санкт-Петербурге, и в каждом многоквартирном доме там висят очень интересные такие, экобокс называется, такая небольшая коробочка. И человек не думает, что вот это вот страшный разрушитель, это отравляет очень сильно окружающую среду, каждая батарейка, мы знаем. И он не думает, куда ее выбросить, потому что он знает, висит экобокс, он свои батарейки использованные бросает в этот экобокс, управляющая организация собирает их, и через организации другие уже этот путь уже начинает идти дальше. То есть еще одна очень хорошая практика, которую, надеемся, у Те же нас в ртутные республике лампы начнет мы работать. знаем, и все прочее, прочее. Оно не должно уходить на свалки. Спасибо, Анатолий Иванович. У нас есть вопрос, звоночек от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, девушка. Задавайте ваш вопрос. Хорошо. Да, я слышу, спасибо. У меня такой вот вопрос к вашему оппоненту. Почему вот на полигоны перестали убирать мусор? Вот Каменки, допустим, закрыли свалку, а на полигоны сделали второй полигон этой свалки. Неужели вот нельзя, допустим, сделать заборки, убрать этот контейнер большой и написать объявление, чтобы мусор не разносился по всему городу? Во-первых, это санитария очень нехорошо, когда санитария. Там вонь стоит, крысы. К сожалению, вас плохо слышно. Немного отойдите от телевизора и чуть подальше от телефона. Сложно расслышать. Вы Сейчас я отошел от телевизора. Сейчас хорошо слышно? Да. Мне хорошо. А? Еще раз, вот если можно, покороче, кратко повторите свой вопрос. На полигоны почему перестали убирать мусор? Хорошо. Почему на полигоны перестали убирать мусор? Сделали вторую свалку вместо камня. У меня такой вопрос еще. Можно же сделать заборчик, чтобы не подъезжали, как говорится, машины. И сделать завод ЖБИ. Возьмите площадку там у них в аренду. 10 квадратных метров буквально. Напишите объявление. И пускай они туда везут этот мусор. А вы оттуда уже спокойно забирайте. Какие проблемы, я не знаю. Спасибо. Знаете, у телезрителя понимаю, что есть очень много хороших таких вот предложений. Если можно, вот, обращаясь к вам, как телезрителю и остальным, если можно, вот такие вот предложения направляйте, пожалуйста, нам, оно ЖКХ «Контроль Республики Крым». У нас есть сайт, там написано наша электронная почта, есть телефон, если можно, запишите, +7 978 969 307. Там сидят наши работники, которые выяснят и помогут вам составить это обращение и разъяснить лучшую коммуникацию, лучший путь, как это, чтобы доставилось к нам. И Чтобы вот какие-то инициативы, чтобы эти не могли инициативы быть к нам применены. приходили, потому что у нас есть возможность, там, довольно часто мы встречаемся с главой республики, встречаемся, у меня постоянная связь, я с министром ЖКХ общаюсь. И вот эти вот предложения, чтобы мы могли объединять, смотреть, и все разумное, чтобы оно нашло применение у нас в Крыму. Спасибо. Спросили вот еще в начале, я так поняла, если правильно услышала, почему закрыли полигон в Каменке? Этого ждали, наверное, столько же времени, как его открыли. Столько времени вот жители окружающих Особенно жители, домов, которые там рядом живут. потому что это загрязнена почва, загрязнены те воды, которыми они пользовались, загрязнен, все там загрязнено, дальше некуда. Представляете, какой объем огромный, гигантский там получился Эверест, гора такая. Его закрыли, дождались, это очень хороший момент. Я давно говорил еще, и 10 что лет будет назад, дальше? что если человек тот, который закроет, ему надо будет, наверное, и памятник поставить, потому что проблема оказалась нерешаемой никогда. Но вот, слава богу, Россия пришла, и теперь мы закрыли этот полигон все вместе. Жители и власти услышали друг друга. Сейчас будет рекультивация, и на его месте получится
произойдет дегазация, отвод всех вод, которые там находятся. То есть на сегодня выбирают подрядчика, да? Или уже выбрали подрядчика, уже есть подрядчик, уже есть деньги, транши уже пошли, уже, я думаю, уже с сегодняшнего дня там приступили будут заниматься полностью к работе. рекультивацией. Да, и там получится зеленая такая вот горка. Может быть, когда-то там на санках еще зимой дети будут кататься, потому что все будет экологически безопасно. Там больше никогда не оно будет будет закрыто, там уже не будет, да, никогда. Вот там сейчас очень часто в СМИ, вы, наверное, слышим, что временно построить сортировочный какой-то перерабатывающий завод. Такой вот вопрос. Есть такие планы, да, есть такие планы, обсуждение этого вопроса. Ну, мы слышали, к нам в общественную палату приходили, рассказывали, я встречался с товарищами, которые это собираются делать. Ну, там ситуация такая, есть технология всего этого строительства, порядок, первый порядок. Должен появиться проект, проекта пока что на сегодня никто не видел. После проекта он пройдет, ну, он, наверное, есть уже, проходит экспертизу. Вот когда он пройдет экологические все экспертизы, тогда обязательно пройдет общественное слушание, в том числе и общественные палаты нам обещали его принести. Мы посмотрим, насколько это безопасно, насколько это безвредно прежде всего для... Потому что все равно там люди живут, это тоже в окружении, в принципе, не таком большом домов. И после этого, я думаю, только после этого можно будет говорить, что завод начинать надо строить. А когда говорят, что уже сегодня начнут строить, ну, наверное, не надо спешить. Конечно же, надо все, что связано с мусором, это довольно-таки, это все опасно, это все вредно. Спасибо. Давайте послушаем. У нас еще есть вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Повторите, пожалуйста, мне вот номер телефона, что вы говорили. Общественная ваша контроль или как? Обратиться где можно по некоторым вопросам. Да, для жителей Симферополя по городскому 51 34 34 или код Симферополя там добавить. И если удобнее по мобильному, тогда +7 978. Мы в Евпатории. Ну тогда по мобильному +7 978 969 300 307. 307. А у вас какой-то вопрос есть по Евпатории, вот вы говорите? Да, я хотел по капитальному ремонту, но я не знаю, можно задать вопрос по капитальному? По ЖКХ, у нас можно, ЖКХ контроль Республики Крым, все вопросы связаны с ЖКХ, в том числе задавайте и многоквартирные жилые дома. Вот мы с поселка Мирного под Евпаторией. 4 месяца нам не приходила квитанция за уплату капитального ремонта. Потом пришла, вот недавно, неделю назад где-то, и нам всем записали еще пеня. Начислили пеню за эти 4 месяца. Еще начислили пеню. А мне, вот, Гавриненко Игорь Николаевич, что вообще 135 рублей записали за 4 месяца. Остальным по 4 рубля. А я там звонил месяца 2. Узнавал все это, добивался, когда они нам квитанцию пришли. Ну, у нас все начинает, мы знаем, да, все тренируются, все пытаются научиться работать. То, что 4 месяца не приходило, ну, мы должны понимать, что формально обязанность наступила уже 2 года назад. Поэтому платить надо своевременно, вы знаете свой размер оплаты, он никуда не меняется. Поэтому лучше, проще платить ежемесячно и не ждать какую-то квитанцию. Если у них там сбои у этих организаций, ну... То есть, если даже, по вине организации квитанция не приходила пеню вовремя, платить я вам все равно придется платить. Пеню не надо платить ни в коем случае. И если к вам будут какие-то там вопросы появятся, вот такие вот, ну, понятно, что тут из-за того, в Российской Федерации намного все как бы четче. Там, если квитанция не пришла, то платить не надо. Вот, но до нас, к сожалению, еще у нас много расхлябанности, много еще не организовано, поэтому... Лучше заплатить ежемесячно. Вот то, что не приходили, и вы по незнанию как бы ждали квитанцию и не заплатили пеню, платить эту пеню не надо. Я думаю, мы с ЕГРЦем этот вопрос решим. Тем более мы это обсуждали, что не будут они сильно там настаивать и идти там в суды и все прочее. Но если какие-то ситуации возникают, в ней надо серьезно разобраться, вот по телефонам по нашим звоните к нам, пишите письменно, по электронной почте, там на сайте есть она,
набрать надо, оно ЖКХ контроль и там наша электронная почта, присылайте, мы вместе будем разбираться и защищать ваши права, законные права добросовестных людей. Ну, про пеню, я думаю, это тоже ценный совет. Люди уже как бы будут знать, если все-таки в такой ситуации можно пеню не платить. Не, но если человек не платил 2 года, год не платил. Нет, тут же речь о том, что не мы приходили понимаем, что это уже квитанции, да, по вине начинается какая-то недобросовестность. компании. А когда есть такие вот уважительные причины, тогда надо защищать людей. Скажите, пожалуйста, вот еще такой момент. Если поговорить о качестве оказания услуг именно управляющими компаниями, да, и насколько с ними взаимодействуют жильцы, какие сложности есть в этом плане? Как часто к вам обращаются люди вот с такими проблемами? И вот какие основные официально у нас, точки? то, что фиксируется, у нас где-то до 10, там, ну, плюс-минус обращений в день. Ну, ко мне лично на телефон, ну, наверное, тоже 10. И к сотрудникам, у которых тоже такие же есть. Телефоны у нас корпоративные, тоже есть звонки. Но я же говорю, вот мне только 10, бывает 5, бывает 15 звонков в день, потому что какой-то вопрос возник, у кого-то воды нет, еще что-то, вот проконсультировать надо. И наша вот задача, это вот вы по управлению домами задали вопрос. Да? Самое главное, чтобы люди сами научились защищать свои права. Вот я смотрю за 3 года, как мы работаем, и что произошло. Там, где люди действительно реально, неформально, как у нас, к сожалению, в большинстве случаев, собрали собрание и есть какой-то протокол. А действительно провели собрание, избрали такого человека, который, ну, это боец должен быть. И вот в тех домах действительно есть порядок. Потому что управляющие компании, конечно, на них жалуются, они с ними там ругаются. Но сами же управляющие компании признают, когда есть такой председатель, тогда проще работать. Потому что тогда есть понимание, они разбираются в каждом вопросе. Вопрос у всех людей только один. За что мы платим деньги? Если людям все равно, за что они платят и куда платят, ну, как, наверное, вот те вот украинские времена, когда одни делали вид, что платят какую-то квартплату, а другие делали вид, что что-то делают, те ЖЭКи наши. Вот эта ситуация, к сожалению, еще изменилась недостаточно. Ну, по моим, официальные есть там у чиновников свои какие-то цифры, но у нас цифры такие более, как бы, более честные и справедливые. Вот на сегодня где-то 17 до 20%. Там где дома, где есть реальные председатели советов домов, есть советы домов, которые работают. И это именно вот эти вот 17 до 20%, там более-менее все нормально. Вот сейчас основной вопрос, которым мы занимаемся, это подготовка к зиме. То, что касается многоквартирных домов. Почему? Я прошу прощения, Анатолий Иванович, у нас уже время нашей программы подошло к завершению. Сейчас уже мы работаем в прямом эфире. Да, сейчас сразу после нас выходят новости, чтобы мы их не задержали. Мы уже будем подводить итоги. Я благодарю вас за интересную беседу и ценные советы для наших телезрителей. Я надеюсь, что мы еще в ближайшее время продолжим наш разговор, да, и более подробно поговорим как раз-таки об управляющих компаниях, о правовой грамотности населения, да, о взаимодействии между управляющими компаниями и жильцами многоквартирных домов, потому что есть в России очень хорошая практика, которой тоже можно, да, рассказать и поделиться, чему научиться, и много очень зависит от активности самих граждан. Я еще раз благодарю вас и напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили об общественном контроле в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Увидимся в следующую пятницу в 19:00. Я желаю вам всего самого доброго. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. До свидания.